Второй день Сосновый Бор – столица активной и идейной молодежи. Депутаты, видные государственные деятели, бизнесмены проводят лекции и встречаются с молодыми людьми. Все это проходит в рамках Дальневосточного форума «Саха-Селигер», который стартовал накануне. Сегодня с лекцией Сосновый Бор посетил член Совета Федерации Федерального собрания России Вячеслав Штыров. Продолжит тему Розалия Борисова. Сегодня Саха-Селигер посетил член Совета Федерации Вячеслав Штыров о роли молодежи в развитии Дальнего Востока, о роли региона в развитии страны, о внутреннем потенциале и развитии в условиях кризиса. Ни один пункт затронул сенатор с саха-селигерцами. Дальний Восток может играть, может не играет, а может играть очень важную роль в транспортной связи между Азией и Европой. И это традиционные транспортные пути, например, наш Транссиб или Байкало-Амурская магистраль, или новые, которые могут появиться, например, в результате глобального потепления меняется отношение и роль Северно-морского пути, авиационной трассы. Ежедневно с участниками встречаются представители власти, известные журналисты, новаторы. Приглашенные гости делятся опытом, выделяют лучшие инициативы, корректируют и развивают идеи молодых активистов. Сегодня к нам приехали еще два преподавателя. Это Олег Северинов, бизнес-тренер из города Москвы. Он будет работать по направлению «Я инженер». И по направлению «Арт-Квадрат» приехал очень известный продюсер Алексей Николаев. Тоже он сегодня будет работать с направлением «Арт-Квадрат». Вот. Ну и по другим направлениям тоже достаточно интенсивная образовательная программа предусмотрена. Впервые в этом году появился отдельный информпоток. Всего форум собрал более 300 активистов молодежных движений, представителей разных сфер деятельности из всей республики. Работаю там у себя в Ленске в районной газете. Но здесь ничего не пишу, не фотографирую, просто отдыхаю, набираюсь опыта, обмениваемся с ребятами. Очень здорово. Первый день классно прошел, мне очень понравилось. Тут 2 лекции у нас провели. И, профессионалы, конечно, здорово. Мне бы хотелось участвовать и в следующем году. В этом году пока я без проекта, но у меня уже есть задумки. И я думаю, что мы реализуем. Регистрация команд продолжается и по сей день. Завтра в штабе ожидает приезд команды из Бурятии. По итогам форума лучшие идеи получат господдержку в виде грантов для реализации проектов. В этом году общий фонд составит 2 миллиона рублей. Розалия Борисова, Андрей Луковишников, НВК «Саха», Якутск.